Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что у мужчины происходит с вашей соперницей, что происходит между ними и что будет дальше. Останутся либо расстанутся, да, вот как вот все сложится. Просмотрим все основные аспекты, их взаимоотношения, чувства, мысли друг о друге, ну и, конечно же, посмотрим их судьбу, да, дальнейшее будущее, вместе либо врозь. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на мужчину и на женщину-соперницу. Если знаете имя, скажите вслух, либо про себя. Если не знаете, так и называйте ее соперница. Так, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, так, знаете, серьезная ситуация. Так, давайте я еще сразу посмотрю на мужчину и на эту женщину. Видите, тут два смерча. С его стороны смерч и с ее стороны смерч. А между ними стоите вы. Стоите вы, смотрите на эту соперницу, почему-то очень боитесь ее. Не знаю почему, что там за чудо-женщина, почему вы так боитесь. Так, мужчина, соперница ваша. Мужчина еще тот артист-фокусник. Ну, очень, конечно, харизматичный, очень привлекательный, талантливый человек. Человек, который может, я не знаю, там, перевоплотиться за несколько секунд. Человек, который на ходу придумывает какие-то невероятные истории, такие, что аж дух захватывает. Человек, который, ну, действительно от природы талантлив, причем талантлив каким-то мастерством, какими-то умениями. Руки у него какие-то очень, во-первых, красивые, необычные, а у других отыграется, что очень сильные и ловкие. Вот, ну, шикарный, конечно. Мужчина шикарный. Понятно, что у него тут две женщины, конечно. Да, видите, даже треугольник вышел. Но, девочки, обратите внимание, здесь треугольник-то у нас что? Перевернутый. А значит, что из треугольника совсем скоро будет двухугольник. Да? То есть пара, два угла всего лишь. То есть мужчина определится. Мужчина будет выбирать именно душой. Видите этого голубя? Это его душа. Он будет выбирать человека по душе. Не по уму, не по там, страстям, не по каким-то там другим, может быть, критериям, а именно по душе. Вот кто ему по душе больше всего подходит, того он будет и выбирать. Да, он играет в какие-то игры, он вам многое не рассказывает, не договаривает. Знаете, как будто бы играет, манипулирует с информацией. Но у него есть на то причина. Вот причина в его голове. А голова у него там такая, знаете, и с тараканами, и с паутинками, и со всякими болотистыми местами. И вообще, мне кажется, что человек незрелый. Да, может быть, по возрасту, по паспорту уже как бы пора, но что-то он до конца не проработал. И вообще вот эта ситуация вашего треугольника, это идет как раз-таки проработка этого кармического узла. После этой ситуации мужчина станет тем, кем его задумал Создатель. Да? Вот таким, как его задумали, таким и станет. Уйдет в свою работу, в свои таланты и уйдет в какую-то прям семейность, семейственность, как это правильно сказать, домашний станет, вот домашний, да, вот ему, может быть, сейчас он чем-то увлекается, у него там всякие ульки, друзья, футболы, рыбалки,
там, не знаю, что он там вас любит. А как только этот узел развяжется, он сразу вот семья, дом, посидеть дома с детьми, с женой, с любимым, да, человеком провести время, куда-то вместе сходить, да просто чем-то вместе там позаниматься. Таким семейным очень станет. Мне вот нравится, что он очень талантливый. Да, может быть, все свои таланты он не реализует, но он очень талантливый. Вообще он преданный человек, но он должен выбрать свою пару. Вот и головой, и сердцем, и душой. Вот когда все эти три выбора у него состоятся, он успокоится, остепенится и станет просто мировым мужем, так его назовем. Видите, кольца идут, кольца. Ему нужна идеальная пара. У человека, когда у него все хорошо в любви, у него и по деньгам очень хорошо. Талантливый, красивый, способный, но немножечко с дурной головой. В данный период времени. Но ничего, все наладится. Так, соперница. Соперница что-то прям совсем ваша загрустила. Смотрите, у одних отыграется, что она просто какая-то невероятно глупая женщина. Да, вот эти мыльные пузыри говорят о каких-то дебильных, извините за слово, фантазиях, которые у нее там в голове, желаниях, кретинизме, идиотизме, не знаю, как правильно сказать. То есть, бывают такие, прям совсем глупые люди, которые, как бабочка-однодневка, да, вот хочу, чтобы было хорошо именно сейчас, а все остальное для меня не важно. Да, вот такие люди, которые там живут, например, на одних макаронах, и тут же она от него требует, там, купи мне какую-нибудь там сумку, там, Луи Виттон, например, да, брендовую, чтобы я вышла, и подруги все ахнули. А то, что тебе кушать нечего, тебя оно совершенно не трогает. Такие бывают люди, да, которые может потратить последние деньги на какую-то свою хотелку, желание. Идет такая информация, что с этим мужчиной у нее как-то разбились ее мечты, да, вот эти все мыльные шарики начинают лопаться, и она загрустила. Она начала понимать, что этот мужчина не может ей дать того, чего она хочет, о чем она мечтает и к чему она стремится. Возможно, она считала, что он такой красивый, ловкий, да, смелый, может там с неба звезды хватать, да, голыми руками там жар из печи выгребать. То есть денег у него немерено, может быть, он и сам ей об этом рассказал, кто же его знает. А теперь она убеждается, что нет, не исполняются ее мечты, нету таких возможностей широких. Либо, знаете, как может быть, ситуация у мужчины немножко ухудшилась, и вот он ей там урезал содержание, и она такая, а что случилось, да, где мои деньги, а где мои там Мальдивы, эти машины, что-то там, бриллианты, шубы. Прям загрустила. Вы знаете, у кого-то даже отыграется, что у этой женщины, мысли, наверное, еще о каком-то мужчине, либо желание быть содержанткой у какого-то другого мужчины. Типа, я с ним сплю, а он мне платит. Да, даже так может отыграться. Я не знаю, кого вы загадывали, жену, либо любовницу, не суть. Мы просто смотрим на соперницу. Вот кем бы она ни приходилась этому мужчине, вот она хотела бы себе мужчину, который бы ее содержал. Вот она об этом думает сейчас. Думает. А еще она грустит из-за вас. Вот по отсыпке, вот я вам сказала, да, вы смотрите на эту соперницу, и вы в печали, вы какой-то страх испытываете, беспокойство. А она, в свою очередь, смотрит на вас и думает, все, хана. Я никто против этой женщины, я ей в подметке не гожусь. И это очевидно. Даже такая глупая женщина это понимает. То есть она уже обреченно смотрит на вас и понимает, что она проиграла. А вы этого почему-то еще до сих пор не понимаете. Не знаю, может, мужчина как бы так крутит, все вертит. Но она уже, смотрите, да, сидит, страдает, плачет над своими мечтами, которые не реализовались. Все маски сброшены. Видите? Мыльные пузырьки улетают. А под ногами море слез. Да, нет земли, море слез. Солнце садится за горизонт. Вы поняли, о чем речь идет? Все, хана. Ничего хорошего не будет. Так, теперь вернемся к отсыпке и пройдем по основным знакам.
Ну, вот два смерча. Вот они друг к другу, как два этих смерча, твистера, как они там, ураганы, не ураганы, да, ураган это другое. Ну, вот эти, которые такие крутятся на воде, на земле бывают, такие разрушительные. Ну, смерч, по-моему, называется. Что я уж прям на эмоциях немножко вылетела. Так, вот они друг к другу именно идут, как коса на камень, понимаете? У них такое противостояние, у них такое буйство эмоций негативных, ну, типа там ненависть, злоба, обида, типа желание отомстить. Вот такое между ними сейчас. Я не знаю, что вы видите, либо что вам там рассказывают про эту всю ситуацию, но там бойня происходит, там постоянные скандалы, там постоянные ссоры. Да, может быть, эти люди, они, когда выходят за пределы жилища, да, они типа делают вид, что еще все хорошо. Но дома они друг друга капусту крошат, понимаете? Просто тут не на жизнь, а на смерть. Такой бой между ними идет. У него к ней свои претензии, у нее к нему свои претензии. И здесь любовью даже и не пахнет. Даже это нежностью не пахнет. Даже симпатией не пахнет в конце-то концов. Чего вы переживаете, девочки? Она уже перед вами проигравшая. А мужчина уже, смотрите, в голове звезда. Звезда — это вы. В голове звезда, руки к вам тянутся, сердце к вам, ну, прямо из груди выпрыгивает в вашу сторону. Понимаете, кто бы там его ни держал, чем бы его там ни держали, нет таких пут, нет таких веревок, нет таких дверей, которые могли бы его удержать. Он же не дурак, девочки. Смотрите, какой талантливый мужчина. Он не дурак, он все понимает. Все понимает. Понимает, что ошибся, понимает, что он допустил, да, такую роковую ошибку, но ее нужно исправлять. В этом плане он оптимист, он молодец. Он не унывает. У него еще, кстати, по финансам что-то сейчас происходит такое нехорошее. Но то мелочи. По сравнению с личной жизнью, то мелочи. Так. Они однозначно разойдутся, потому что между ними вы стоите. Вот видите, картинка, она и он. Она, конечно, еще будет делать какие-то попыточки, может быть, даже какого-то шантажа, ну, типа я беременна, либо если это жена, типа детей не увидишь. Если, например, любовница, то, может, скажет, там, у меня на тебя компромат есть, либо у меня там какие-то родственники, знакомые, они там тебя в асфальт закатают. Ну, что-то будет, какие-то попытки делать. Да? Дважды, видите, два моста, которые не станут. Она их пытается наводить, а они все об вас, видите, рушатся. У него вообще мыслей нету, чтобы прям с ней что-то продолжать. Ни желаний, ни мыслей. Для него это вообще страх и ужас не дальше продолжать. Что она ему поперек горла стала, девочки, поперек горла. Может, даже чем-то обидела, таким сильным, знаете, какую-то гордость задела, мужское достоинство. Где-то перегнула палку. А она действительно очень нервничает, она действительно совершает ошибки. Потому что она вас видела. Она вас видела, и она вас знает. Она вот на вас посмотрела, чисто так визуально оценила, и вот первая мысль. Все пропало. Все пропало. Куда я лезу, да? Против кого я пытаюсь тут конкурировать. И вы намного лучше, чем она. Причем не намного. По всем аспектам такую фору ей можете дать, что мама не горюй. Плюс еще она какая-то, знаете, прогнившая. Мне почему-то запах гниения идет. Либо человек такой вот прогнивший, знаете, вот с гнильцой, с подлицой, с коварством. Опять же, да, могла она чем-то пользоваться. А у других открывается, что у нее внутри может что-то такое быть, что, ну, как гниет. Простите за слово, но есть такие же болезни, да, которые вот, ну, вот такие, да, когда человек изнутри просто в труху превращается. У кого-то и так отыграется. И она об этом знает. Она об этом знает. И вот отсюда эта вся обреченность.
Так, мои хорошие, что мне очень не нравится. Это отсыпка, мне вообще не нравится эта женщина, мне не нравится этот запах, мне не нравится то, что вы какая-то прям на себе крест поставили. Вообще, что за пессимизм? Откуда это? Где же ваша сила? Где же ваша... А я сейчас сделаю. Вы же такая сильная, вы же такая смелая. Ну, боже, ну перед кем? Перед кем вы тут пасуете? Фу, аж противно. Так, мои хорошие, не хочу долго вас отвлекать. В этом нет никакого смысла. Здесь очень четкие крупные знаки. Плюс еще оракул нам очень четко все показал. Полное соответствие рисунков на песке тому, что показали оракулы. Два смерча друг к другу. Борьба, битва, какая-то бесконечная драка, там в кровь, да, друг друга люди бьют. Вы стоите между ними. То есть я так понимаю, что вы, ну, стали таким триггером, причиной на то, что это все у них там в тартарары полетело. Хотя, конечно, и без вас оно должно было в тартарары полететь. Мужчина немножечко безответственный, но у него еще все впереди. Он классный, он потенциальный. Соперница. Нет слов, просто, да, тут не о чем говорить. Простите, но вы сами все видели. Что касается будущего, мужчина тянет руки, сердце, писю к вам. Что касается этой женщины, опять же, вы между ними, он от нее полностью отвернулся, у нее будут две попытки его вернуть, которые ничем хорошим не увенчаются. То есть, если этот мужчина вам дорог, нужен, важен, любите, я вас поздравляю, он выбирает вас и только вас. И вот эта женщина, она уже проиграла. То есть, растягивать эту отсыпку, говорить о чем-то еще, ну, в этом просто нет смысла. Пойдите, займитесь чем-то важным, полезным для себя. Да, попейте кофе, примите ванну, не знаю, сходите с подругами в ресторанчик, посидите. Живите, живите, ни в чем себе не отказывайте. Девочки, вы прирожденная победительница, знайте об этом. Так что, мои хорошие, мужчина ваш, и никуда он от вас не денется. Другой вопрос, захотите ли вы его после всего этого? Вопрос остается открытым. Я думаю, что каждый из вас даст свой ответ. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.